Вы смотрите телеканал ВСТ. Это программа «Салям». В студии по-прежнему Сиву Шермадзаде, Юлия Санвердина. Да, приятно остается традиционным сегодня. Итак, друзья, если вдруг вы когда-нибудь задумались о том, что хотели бы стать звездой кино, ну или просто прикоснуться к кинематографу, то, возможно, этот эфир будет очень полезен для вас. У нас в гостях, друзья, Катрина Карлогас-Душанбаева, кастинг-директора проекта «Фарзана идет на Запад». Доброе утро, Катрина. Доброе утро. Итак, «Фарзана идет на Запад». Это проект, который вы сейчас курируете и который ищет актеров. Да, на данный момент мы ищем непосредственно главную героиню, и любой желающий, подходящий под наши параметры, может принять участие в кастинге и действительно попасть на съемки фильма, потому что мы сейчас ищем подростков-профессионалов, которые окончили профессиональный вуз, у них есть опыт театральной работы, да, их нету. Поэтому здесь действительно может попробоваться любой желающий. А вот какой типаж у конкретно Фарзаны, у главной героини этого фильма, кого какие параметры вы выбираете, да? Вы знаете, история, да, она действительно существовала. В республике в 1944 году с нашей республики 16-летние дети пошли сопровождать коров на Ольховку, да, на освобожденной территории Украины, чтобы предоставить как гуманитарную помощь. Фарзана, она боевая, но, тем не менее, она очень добрая, она очень искренняя. И, понимаете, да, 44-й год, идет война, идет голод. И она единственная, наверное, из всех живет своей мечтой, не теряет эту мечту и хочет стать актрисой театра и певицей. И я думаю, что многие подростки даже узнают себя в ней, потому что именно в таком возрасте, как правило, мы все хотим быть актерами, звездами, певцами. Я вам больше скажу. Люди за 30 тоже мечтают быть актерами, певцами. Не только же подростков вы ждете в фильме. Какие еще роли пока открыты? Конечно, да. Главный герой у нас непосредственно это подростки от 15 до 20 лет мы рассматриваем. Это могут быть, если главную героиню рассматривать, то это башкирка, знающая башкирский язык. Если уже роли второго плана рассматривать, там могут быть уже и татароязычные, русскоязычные. Конечно, ищем стариков, потому что в тылу оставались дети. Почему и Катрина старики. на слово «стариков» посмотрела на меня? Я только хотел сказать, что если, в принципе, не побриться, да, я до 35 тем более вхожу. В принципе, я могу за кого-то... Ну что, вот такой, знаете, среднеазиат стареет ведь быстро. Может, у него есть 17 лет. Слушай, ну еще если все превратить в белый цвет, да, то, в принципе, лет 10 можно накинуть тебе. Вот такое не российское, а расистское утро у нас. Да вы расисты, женщины. Нет, мы понимаем, что гримеры умеют творить чудеса на съемочной площадке. И могут и омолодить, да. И тем более мы будем снимать в том числе военных, поэтому в целом мы ищем все возраста. И пройдя онлайн-пробы, неважно, где ты находишься, можно записать на страничке ВКонтакте. У нас «Фарзана идет на Запад», есть сразу текст, есть ссылка, как можно отправить свои пробы на кастинг. И любой желающий в целом может отснять свои пробы, скинуть нам, а дальше мы уже приглашаем на второй тур. Вот посмотрите, по каким параметрам выбирает все-таки Фарзану? Наша главная героиня, насколько я знаю, чтобы сейчас люди не думали, что вот, типа, сейчас мы объявили, да, о пробах, и пойдут, типа, вначале свои. Чтобы вы понимали, пробы идут уже с ноября. То есть, понимаете, насколько идет плотная работа в поиске, насколько сложно найти главную героиню. Возможно, она даже, это, как, знаете, бывают же какие-то шедевральные кинематографы, да, кино, где ищут вроде бы одну, пришла совершенно девушка другого плана, и в итоге ее утверждают, и сценарий переписывают под нее каким-то образом. Какие критерии должны быть у Фарзаны? То есть она там должна быть, понятное дело, что она должна быть башкироговорящая. Это первый пункт, да, потому что язык, это, я понимаю, основной, ведущий на башкирском языке. Что, должна быть смуглая, мулатка, 90-90. Как, по каким критериям будут выбирать еще и Фарзану? Чтобы сейчас примерно сразу люди понимали, на что могли рассчитывать. Ну, смотрите, ввиду того, что война, голод, наверное, она должна быть худощавой. Ну, либо поможем. Еще раз. Либо поможем похудеть. Либо поможем, да, либо поможем похудеть. В целом, она должна быть живой, искренней. Мы не столько смотрим на внешние данные, сколько мы смотрим на внутреннюю красоту и умение проживать на сцене.
Эмоционально очень такая пестрая должна быть, да? Еще раз хочу вернуться к открытым пробам. То есть можно ВКонтакте найти группу «Фарзана идет на Запад», и там уже использовать разного рода тексты. И в каком виде вообще? То есть я должна просто поставить камеру и сама себя записать? Да, да. Более того, если вы работаете с партнером, мы не рассматриваем партнера. Партнер может просто подкидывать слова. А любой желающий просто ставит телефон, отыгрывает и скидывает по ссылке нам свое видео. Ну вот у нас сейчас как раз на экране появился QR-код, да, который можно будет сканировать и как раз-таки по нему уже и сориентироваться в дальнейшем. Да. А что из себя представляет проба? Вот смотрят сейчас нас люди, да, которые не из, скажем так, актерской, так скажем, сферы, да, и даже не понимают, а что я должен записать? Что должен человек обычный, бытовой, который вот тоже захочет... Вот бывает такое, что выстреливает просто обычная какая-то там девушка. Да, вот просто девушка по имени Айша. Да, записала, прислала. Вот. И вот и вы ее выбрали. Прошла. Что нужно сделать? Типа, здрасте, меня зовут так-то, так-то. Я вам сейчас покажу, как я плачу. Ну как? Или нет, что? Нет, смотрите, у нас более узкие требования. В группе ВКонтакте уже прикреплен текст. Уже есть закреплен. Конечно, Все. из фильма уже несколько сцен с текстом, которые актер выбирает, и уже по этому тексту работает на видео и скидывает нам. Все гораздо проще. А какие сроки? Вот до какого числа надо успеть принять участие в онлайн-пробах или, может быть, уже даже пройти вторую? До 31 марта у нас открытые онлайн и офлайн пробы. То есть, если прямо сейчас нам отправят, нам нравится девушка, мы ее сразу приглашаем на второй тур, мы не ждем апреля. До 31 числа у нас открытые кастинги, 31 мы уже определяемся с кандидатурой и начинаем работать дальше. Катерина, может быть, несколько советов, да, вы сейчас дадите тем вот ребятам, которые сейчас смотрят нас. Просто, вот, как я уже говорил, что пробы идут с ноября месяца. Я думаю, не один десяток уже прошел этот первый, второй тур, но почему-то отсеялись, либо отправились в резерв, как это делается, да, обычно на пробах, что если вдруг уж совсем ничего, на безрыбье рак рыба, возьмем, да, не знаю, айгуль, к примеру. Вот, может быть, какие-то советы тем, кто вот сейчас нас смотрит, и, так скажем, учитывая ваши какие-то пожелания, ваши какие-то советы, перезапишет, либо наоборот, запишет совершенно новый для вас, так скажем, кастинг. Вы знаете, одно из самых таких ошибок, которые совершают часто, пытаются понравиться нам. Пытаются быть кем-то для того, чтобы войти в образ. Мы все-таки ищем искреннюю, истинную и, наверное, даже, можно сказать, такую хулиганистую девочку, которая действительно позволяет себе, как вот мой педагог всегда говорил по режиссуре, не бойтесь хулиганить на сцене, это важно. То же самое. Очень многие достаточно так сдержанно пытаются себя вести, а для нас очень важно, чтобы человек был искренним, истинным и живым. Когда мы говорим об искренности и живым, да, сейчас же молодежь разная. Кто-то губы сделал, кто-то брови. У кого-то волосы зеленые. Что как бы не может быть девушка военных времен. Я искренне открыта. Сейчас как бы не в обиду всем. Как бы, но. Конечно, сделанные ресницы, сделанные губы, ногти, они выбивают нас, конечно же, из образа. Поэтому максимально нужно без косметики стараться работать и без сделанных ресничек и так далее. Опять-таки, критерий не пытаться понравиться. Чем искреннее, тем... Шали фуфайка нужна своя или... Кстати, девочки приносят свои, они сами подбирают, на второй тур, они сами подбирают себе образ. И мы в том числе смотрим, насколько они близки к образу, который мы написали. Насколько понимаю это. Слушайте, а можно мне вот такой вопрос? Вот если, допустим, кто-то из наших телезрителей сейчас пройдет онлайн-кастинг, второй этап кастинга пройдет и станет вот действительно главной героиней фильма «Фарзана идет на Запад», сколько времени обычно делается фильм? Вот хотя бы примерно. Сколько времени нужно из своей жизни заложить, чтобы как бы полностью уйти с головой в эту роль? Отдаться кинематографу. Я очень боялась этого вопроса, и я думаю, что многие сейчас будут бояться моего ответа. К съемкам мы приступаем примерно в августе. Начиная вот с конца марта по август у нас будет подготовительный период. Это будут грим-пробы, костюм-пробы, репетиции, подбор ансамбля, подбор там репетиций с каждым героем. В августе уже начинаются съемки, то есть август-сентябрь как минимум, да, это съемки. Далее уже озвучание.
Вот нужно просто понимать каждому, мне кажется, кто хочет себя в этом попробовать, что это не какая-то забава, это работа настоящая, она тяжелая порой, но такая интересная, что очень хочется попробовать. И мы с Евушем лично желаем вам, дорогие телезрители, удачи. Попробуйте свои силы. Тем более, что возрасты разные, типажи тоже разнообразные. Каждый может попробовать. Кто знает, да. И не обязательно пробоваться сразу на главную роль, потому что Оскаров и всяких знаменательных наград дают и за второй план, и порой за массовку. Так что с чего-то нужно начинать. У нас в гостях была Катрина Карлугас-Душанбаева, кастинг-директор проекта «Фарзана идет на Запад». Так что, друзья, всем удачи, вам легких проб, чтобы определиться вот именно с той звездой, которая должна зажечься в этом проекте.